Ну что, дорогие соотечественники, также не соотечественники, смотрите, какую у нас тут красоту вывели с ледовых фигур. Смотрите, а, ух ты, подсветка там, все такое. Смотрите, это конь, я так понимаю, конь, вот такой вот конь. Значит, у него сбруя, да, вот это я так понимаю. Вот такая вот у него. Все здесь. Привет, Легов Бум. Привет, привет всем. Смотрите, какая красотища. И у него тут сани вот такие волшебные. Я так понимаю, с крыльями, да? Это же крылья. Да, крылья. Вот. Такая повозка. Да. Но это еще не вся красота. Еще вам покажу красоту. Так, мы сначала вот этим со всех сторон посмотрим на нее. На эту лошадку. Вот так вот с этой стороны она выглядит. Тут какие-то куски еще льда. Их должны, наверное, что-то сделать. Так, ну и давайте со стороны посмотрим, как все это выглядит. Выглядит это все вот так вот. Вот так вот все выглядит. Шикардозно, да? Шикардозненько. Красиво. Сейчас у нас в Якутске 5 час вечера. Так что смотрите, уже сумерки. У нас тут пораньше начинает темнеть. Скоро будет самый короткий день в году. Поэтому вот у нас световой день, он короткий довольно-таки. Он короткий сейчас становится, и поэтому темнеет раньше. Соответственно, рассвет тоже позднее наступает. Так, вот такая красотища здесь. И здесь, вот на этой площади еще мы видим вывоенные фигуры. Смотрите. А давайте вот отсюда пойдем. Как бы мне схватить так удобно. Я тут двумя руками аж держу телефон, чтобы его меньше трясло. Так, а здесь еще... Это ж кто такой? Что-то я сообразить не могу. С таким длинным носом. Снеговик, что ли, или кто это? Как вы думаете, кто это такой? Да, похоже на снеговика. Но он такой интересный. Тут лампочки вот такие вот установлены в качестве подсветочки, да, я так понимаю. И вот он такой снеговик. Да, это снеговик, но у него пальто изображено. На нем как бы, да, шуба. Шарфик. Вот такой вот. Он. Так. Тут вот, смотрите, елочка такая интересно сделана, да? Елочка такая вот светящаяся. И вот здесь еще, видать, это еще один снеговичок. Вот, да. А этот уже немножко другой. Ну, так, в принципе, так же выглядит все. Ну, и подсветочка тоже внизу. Вот такая вот здесь инсталляция. Вот так все тут выглядит. Так, ну и что, мы разворачиваемся. И вот смотрите, с этой стороны еще у нас снежные фигуры. Вот такие светящиеся деревца. Вот такие вот красивые. Они таким светом приятным светятся. И вот это бык. Бык же, да? С рогами такими длинными. И вот у него
из ноздрей это пар выходит, что ли. Похоже на это, похоже на это. Вот такой бычара, здоровый. Ну, этот, вот у нас быка, как бы, поэтому вот его изобразили здесь. У него хвост даже там есть. Так вот он выглядит. Ну и вот следующий-то год по китайскому календарю год как бы тигра, да? Поэтому здесь вот тигр есть. Еще тоже со снега вывоен. Вот он. Нормально, да? Вот такой тигр. Ух, какой он классный. Так, двое смотрят. Вечером особенно, да, классно смотреть на такие фигуры с подсветочкой. Они как-то днем, ну, на фоне снега все это растворяется, сливается. Не так. А вечером вот при темное время суток при свете подсветки фактура проявляется. Как бы фактура, объем, рельеф, все это такое получается более симпатично смотрится это все. Вот. И здесь тоже такие же елочки. Ну что, давайте погуляем с вами. Погуляем по новогоднему Якутску. Как мне камеру-то так трясти поменьше, чтобы она предновогоднему, что-то я не то сказал, новогодний. Ну и как всегда мы наблюдаем огромнейшую пробку. Смотрите, какая пробка. А дуреть, он там пытается машина пролезть туда, как-то пропихнуться, как-то. Вот огромнейшая пробка, просто нереально большая пробка. А у нас как бы декабрь месяц. Раньше, конечно, в это время, в прежние года, транспорта меньше ездило зимой. В декабре, вот когда подморозит 40 градусов, ага, за 40 меньше. А в этом году, ну, наверное, потому что вот эти вот теплые гаражи уже стали как легкие гаражи доступны, которыми укрывают, значит, на время стоянки машину на улице. Поэтому машин стало зимой больше ездить. Поэтому не надо теплый гараж там какой-то дорогостоящий там, и так далее. Поэтому да, и у нас еще относительно тепло тоже, кстати. Стоп. Так, ну что, да, мы успеем перейти. Я думаю, дойти до силуэта, зайти там, погреться. Так, надеюсь, машины здесь стоят. Я двигаюсь. Не надо. Ну здесь давайте еще посмотрим вот на эту елку возле цирка самого северного. На свете цирка бриллиантового еще его называют. Здесь у нас прохладненько. Температура потихоньку уходит в минуса еще больше. Поэтому надо перемещаться быстро, чтобы не замерзнуть, камеру не заморозить. Ой, телефон, какую камеру-то я говорю. Я на телефон стрим произвожу. Вот тут такая елка. Под ней надпись «С Новым годом» и Рождеством. Да, но елка как бы традиционно она ставится-то на Рождество, да? Ну, принято. Рождественская у нас как бы. А уж в Советском Союзе елку наряжали к Новому году, поскольку
религиозного праздника Рождества не было. Ну и вот такая традиция, она как бы привычка, она сохранилась, елку к Новому году устанавливает. Ух ты, смотрите, тут какие-то маски даже висят. Тигр, да, смотрите, кто-то повесил. И шары здоровенные. Шары просто. О, смотрите, какой шар. Обалдеть. Так, а что он это? У меня как-то фокус размывается. Красиво, да? Ну, вот так вот. Все симпатично. Все-таки игрушки какие-то однообразные. Вот, что не нравится мне, вот сейчас шары вешают. В основном шары круглые. Фантазии больше ни на что не хватает. А, вот здесь еще такая вот висит. Смотрите, еще кто-то повесил. Кто это тут? Дед Мороз, похоже, да? Красный нос. Почему у Деда Мороза красный нос? Кто скажет? Да. Пишите в комментариях, если кто знает, почему. Дед Мороз, красный нос. Так. Классно, да? Вот где самый настоящий Новый год, да, вот такой вот в классическом виде. Вот у нас в Якутии, в Сибири. Мороз нормальный такой, туман. Все соответственно. Снег. Ой, тут что-то тигренка повесили, да? Еще. Ух ты! Класс. Тут лампа, светодиоды. А, вон такая гирлянда, она туда идет. Ну ладненько, давайте дальше. Побежали. Не надо стоять, я что-то снимал ее. Самая настоящая зима вот в Якутии, в Сибири. Так что там у вас все ерунда, плюсовая температура. Это просто какой-то стыд. Ну, плюсовая температура, нету холода никакого, не промерзнешь, ничего. Разве это есть хорошо? Вот холод. Холодильника никакого не надо. Можно все вот на улице хранить. У нас минус 40 градусов на улице. Все замерзает. В кость. Все такое твердое, как кость делается. Потом оттаивать. Что-то там заморозишь, потом надо таять. Долго оттаивает. После холодильника быстрее. Так, а что у нас? Учреждение какое-то. Вот теплая остановочка. Здесь Мегафон. Там офис Мегафона есть. И в то же время можно зайти погреться туда. Там они такой тамбур сделали. Сейчас я зайду, покажу. Тут что у нас? Два автобуса 16 и 19 маршрут. Останавливают тут тамбур, да? Видно, надеюсь, да? А что зайти? Одной сниму. Это у них сотовый телефон всякое. Ну и можно эти платежи у них провести здесь. Новый Samsung. А вот я. Всем привет. Из Иркутска. Ладно, выходим. Вот такая вот теплая остановочка. Ну, удобно как бы, да. Зашел, погрелся. Не окочурится окончательно. Идет дальше. Хотя у кого привычка-то есть, те могут, в принципе, так ходить. Ну вот видите, машины, да, вот большинство машин вот под такими теплыми покрывалами, да, теплыми. Утеплители с синтепон там внутри, ну она периодически включается, таким образом она подогревается внутри. Периодически, не постоянно включена, периодически. Так, сейчас вот в силуэте глядим. Здесь ателье Силуэт. Такое вот здоровое здание, трехэтажное.
Сейчас, конечно, здесь у нас от ателье-то осталось только, по-моему, первый этаж. Ага, а там все выше магазины всякие разные. Так, вот тут у них тоже елки, вот какие, смотрите, кардозные елочки. Класс, да? А также вот они здесь площадя предлагают в аренду. Вот по телефончику звоните. Вот этому вот. Ну, центр удобно. Место популярное среди жителей. И еще одна елочка. Еще одна елочка. Вот она какая. Елочка, красавица. Класс, да? Ух! Еще давайте зайдемте, погреемся. В ателье там, кстати, при входе проверяют QR-коды. Зайдем. Кстати, там же есть вот кафешка какая-то. Кафешка. Где-то тут ее видно даже. А вот она кафе есть. Можно тут посидеть. Вот с мороза вы тут зашли. Там кафе, кофеек, там что-нибудь напиток взяли. Вот здесь вкусняшки там продают разные. И, пожалуйста, посидели, перекусили, погрелись. Или можно вот в тамбуре, кстати, здесь. Тамбуре. Так, мне надо это. Я пройду. Ничего не сами шили игрушки, что ли, вот эти точно похоже на мобильные. Ну, если ателье находится почему-то. Званивает. Ну, что здесь у нас предлагают? Всякие вкусняшки. Пирожки даже есть местные.
Перешить надо или еще что-то. Так, что-то никто не смотрит. А я стараюсь, хожу. Никто ничего не пишет. Никто ничего не смотрит. Ну и ладно, все равно буду снимать. Все равно буду снимать. Ну, раньше это не было популярно. Товарищ Алексеевич. Да. Ночник, второго этажа здесь. Смотрите, да? Нормальная елочка. И тут тоже фото как бы зона такая. Подарочки такие все. Орешка. Елка. Орешка, елка. Подарочки. Ух ты. Какие тут игрушки-то красивые. Смотрите. Вообще, да? Вообще шикарно. Да. Такая вот фотозона. Так что можете зайти сфоткаться, кому интересно. Ну а здесь магазинчики. Всякие разные магазинчики. Ну тут, смотрите, тоже везде елки стоят. Тут много света, да? Что такое? С лупой. Это шерсть с лупой. Лампочки продаются. Вот лампочки обычные. Светодиодные. Ну и там дальше уже пуховики и всякое разное тоже такого плана продают. Не, ну вот эти часы что-то вообще крутые, да? Смотрите, какие. Вообще. Обалдеть. Его 3200 стоит. 3200. Даже золотые часы в рублях. Не в долларах, а просто рублей. Вот такая фотозона здесь. Прикольная, да? Всего эти. И на первом этаже тоже фотозона. Так, радиатор, мишка, мишка еще куда-то. Да, люди заходили сегодня, пятница. Пятница. Пьяница. Кстати, можно не только посюда уйти еще больше. Все вот работают вот эти вот пошивки.
Сидят, ждут. Так, целый день. Как называется? Такая еще с этим, с педальным управлением. Как я вижу, загруппируют себя, наделают рукавицы. Здесь вот здесь вот такая вот красота. Надо по этому по дорожке, по красной дорожке. Она уже не красная. Так, и что что-то здесь было интересное. Сейчас я вам попытаюсь показать это. Тут я видел тоже интересную инсталляцию. Вот здесь вот это какое-то общежитие или что-то, учебное заведение какое-то. Вот интересно, у них здесь каждую зиму вот такая вот инсталляция. Вот она. Забавно довольно. Вот у меня такая инсталляция тут. Вот. И там вон светящиеся какие-то люди стоят. 3 человека. Еще что-то там моргает. Поближе посмотрим. Сюда можно, кстати, встать. Ну, днем, наверное, надо, да? Так, а это что? А это что есть такое? Сова читающая. Точно? Сова, которая читает книгу. Обалдеть. Так, а что тут? Завойско-Якутский колледж технологии и дизайна. Вот здесь вот, кстати, находится. Вот в этом здании получается. Вот. Тут звезды. Вот эти вот светящиеся какие-то штуковины. Да, олень. А, это олень, оказывается. Смотрите. Олень. Как там песня есть? У меня олень, в мою страну оленью. Учи меня, олень, в мою страну оленью. Помните, да, песня такая известная? Крылатого или кого-то, точно забыл. И здесь вот эти вот светящиеся человечки. А вот это вот сзади, вот она так выглядит. Здесь табуретка такая вот. Тут можно встать. Вот сюда залазите, встаете. И вас кто-то со стороны фоткает. И такое получается шикарное, шикардозное платье. Вот вот. Шикардозное платье. Так, все, ну все, прощаемся с совой умной. Еще, смотрите, здесь еще есть вот такой вот гигантский стул у них. О, видали, да? Гигантский стул. Тут лесенка, можно тоже залезть туда. Я не знаю, для сфоткаться, да, допустим. Ну, что еще делать? Так, у них фотка, кстати, давайте почитаем, что это за учреждение. Вывеска: государственное бюджетное учреждение Якутский колледж технологии и дизайна. Ну, понятно, да? Вот она. Вывеска на русском и якутском языках. Вот здесь вот. Тут обучают, короче, учащихся всяким. Смотрите, у них окна как украшены, прикольно.
Видали, да? Это вот вырезано из бумаги обычной. Ну, тут, видать, ватман использовался такой, больших размеров. Ватман, и вот смотрите, как шикарно, да? 2022 год. Вот так вот. Там, видать, учебные классы, вот они оформляют окна таким образом. Нормально, да? Там вот тоже поделки какие-то. Домик, елка. Прикольно, да? Здесь тоже мультики у нас. Писалочка. Кто это? Я уже не помню. Какие там эти плавающие существа подводного мира. Вон эти. Как жемчужины, да? Как креветка или как он называется? Жемчужины так где внизу. Вон. Жемчужины. Вот это Ариэль. Ариэль, да? Что-то немножко знаю. А здесь обычно снежинки такие. Где подсветочка есть, вот хорошо видно. Тоже по героям. Вон тут у них видно учебный класс. Там машинки у них. Вот они тут, получается, учатся студенты шитью. Я так понимаю, да? Вот колледж технологии и дизайна. И так далее. Так, мне надо рукавицы одеть, ё-моё. Тут тоже окна вот украшены. Я открыл, чтобы... ё-моё. Извиняюсь за тряску. Еще такого не изобрели. Вот здесь вот такие вот. Это... Кто это такие? Это герои. Тигр, да? Точно тигр. Вот они сделали. Еще. Сами додумываетесь, кто там. Я даже не знаю. Еще. Так, как мне телефончик взять? Так, вот так вот пошли. Двумя руками я его схватил. Более-менее картинка устойчивая. И здесь вот тоже какое-то здание. Здесь интересно, у них подсветка. Эти деревья подсвечиваются. Прикольно. Еще у них вот такие вот типа падающие, что это, метеориты или что такое, сфероиды какие-то, кометы, что-то такое. Или дождь какой-то снеговой. Так вот сделано. И сам вот этот вход тоже украшен, смотрите, как обильно. Гирлянды здесь новогодние, вот эти лампочки, подсветочки всякие. Так, ну что, давайте мы идем. Сейчас это мы, вот если мы так пойдем, мы как раз в парк придем. Культура и отдых. Так он раньше, по крайней мере, назывался. Ну, сейчас, по-моему, название такое же, что ли, осталось. Мы туда не пойдем, я думаю, там, потому что погреться негде вообще. Сейчас он, ничего там не работает на территории, зайти некуда, поэтому. А здесь вот у нас столовка Рублевка. Что означает слово Рублевка, я так и не пойму. За рубль можно покушать, как раньше, что ли. Раньше можно было за рубль скушать там первое, второе, третье на рубль. Да. Даже меньше. Там, если перекусить, завтрак, допустим, каша какая-то, компотик, что-то, молочко, там копеек 50-40 выходило. Представляете, какого взгляда. А так плотненький такой. Обед он в рубль выходил. Так, вот это вот у нас здесь Сбербанк. Мы не будем туда заходить. Сбербанк. Мы зайдем вот дальше. Вот
сюда. Есть здесь. Возможно зайти сюда. Там напротив, кстати, у нас елки такая, да? И какие-то все равно придется выходить, потому что просто надо зайти. Если я сюда не зайду, то мне будет холодно. Это я в силуэт заходил, да, грелся. Теперь надо еще куда-то зайти. Новогодние скидки, товарищи, до 40% только у нас. Большой разведенный сезон. Телезавр. Да, странно, кто сейчас телевизоры, они там телевизоры продают, конечно. Ну, у них основная фишка была, конечно, телевизоры. Сейчас, может, кто-то и смотрит, но все меньше и меньше народу, конечно, телевизор смотрит. Здесь людей много. Так, здесь какой-то большой магазин. Давайте погреться. Свинокость так и называется магазин. Тут здесь есть хорошо. Воронки. 52 рубля. Банки стеклянные. И даже банки уже продают. Обалдеть, можно пустые. Всякая разная утварь для дома. Тарелки. Что-то придется, короче. Так, придется на вкусно. Ну что он? И швабры. Ну типа хозмаркета получается, я так понимаю. Хозмаркет, становой. Игрушки продают киз. По 2000. За 2000. Коврик для занятия йогой. 700 рублей. Так. Ну, клетка для попугая или канареек. Есть. А вот этот кошечек, да? Кошечек. Такое, чтобы она там жила. Такое место есть поставить. Вот такую инсталляцию сделать. Дома поставить. Всякие разные звук. Штуковины, ремешки, чесалки. Вот если у вас животное шерсть у нее лезет, вот надо эти штукой чесать. Чесалка. Ух ты, даже камины продаются, ё-моё. Камин-то сейчас продавать. Смысл такой не сезон. Вот такой может наперед. Ну, банные штуки. Банные принадлежности. Даже веники тут есть люди. Веники по 365 рублей. То есть чего он сделал? Пан Кавказский дуб. Дубовый веник. Не хотите попариться? Вот сейчас как раз пятница, суббота, воскресенье. Можно в баньку сходить. А вот это все такое. Веник травяной, мята. Мята, дуб с пижмой. Дуб с травами. Лавандовый. 680 рублей. 544 скидка. Так, а здесь всякие штуковины. Это для чего? Это уже для этого продается. Ароматизаторы для бани. Уголек. Медовый. Взгляд. Для шашлыка. Да? Шашлычница. Мангала. Так, разбиться надо. Хороший вот чекик. Ну, никого нет. Нормально, короче, что-то
в игнор мой сын не пошел. Ну ладно, все равно потом кто-нибудь посмотрит. Смесители всякие. 1000 рублей. Невероятный какой. Китай. 1000. Вон, лейки с лейкой. 1700. 2700. Они недолговечные. По-моему, нифига. Лейки. Эти вантузы разные. Химия. Ложки. Вот что такое. За штука толкушка, что ли? Деревянная. Толкушка березовая. А, так лучше не березовая. Или можно так толочь по голове. Кого-нибудь. Кто не слышал? Такой толкушкой из березы. Так, чайники. Смотрите, как здесь оформлено все. Звезды. Так, вот здесь. О, елки. Здесь елки. Давайте сейчас посмотрим на цены елок. Отсюда, да? Такая елочка. 7000 рублей. 1,5 метра. Она типа с этими, да? С шишками. Что-то тут типа снег, да? Вот это вот такое беленькое. А такая сколько? Чуть повыше. 496. Пумс. Да. 4000 за елку. Обалдеть. Такая 17 тысяч. 17 838 рублей. 1,80 метра. За что? За что столько стоит? Вот тут шишки есть какие-то, да? Пару шишек. Сколько-то шишек есть. Оно стоит 17 800. Обалдеть. Так, а это что у нас? 14 тысяч. 14 тысяч. Вот такая вот. 1,80 метра. С ума сойти. А такие мелкие почему? Такая вот смешная елочка. Китайская зеленая. 2465 рублей. Елка, одно название, конечно. Такая зеленая. 3487. Это никакой высоты. 1,20 метра. Ну и цены, слушайте. Сумасшедшие цены на елки. Здесь синтетика. Такая мишура. Игрушки. Да, я даже не думал, что вот такая елочка скромная 3500 будет стоить. Если округлить. Ой, куда мир катится. Вот такой. Ух ты. А это вот эти вот мышек ловить. У кого мыши дома есть? 52 рубля. 52 рубля. Нормально. Это приманка для этих, для мышей. Приманка. Яд. Яд это для мышей. 42 рубля стоит все. Кого мыши замучили. Вот, моли есть. Вот, кстати, от моли надо такую штуку. По 11 рублей. Что такое? Приманка. А, для мышей приманка. Тараканов продается. Гель разный. Карбофос. От домовых муравьев. Да. Нужно кого-то людей же мучают. Так, а это что у нас? Ледянки, да? Ледяночки. Такая есть ватрушка, да? 1500 стоит. Кстати, стоит такая ватрушка. 1500. А такая сколько стоит? 1800. Такая. Это что такое? Тоже что ли? Ледянка мягкая. Она мягкая. Здесь вот пластиковые такие. Ну, за 55 рублей. Вот такая 55 рублей стоит. Все.
еще есть самки. Сколько они стоят? 4993 рубля самки с ручкой. Есть даже это, смотрите, сани для маленьких детей. Сани, эти колесики еще. Ватрушечки. Такие вот длинные. Так, а здесь что у нас? Ну, здесь сколько крона стоит у них? 150 рублей, 149. Ну, тоже, я бы сказал, что тоже не дешево. Да. Ценник все вверх и вверх. Как можно наблюдать. Ну, банки стеклянные для закатывания каких-нибудь. Так, ну это понятно все. Да? Детские китайские игрушки из плохого пластика вредного. Вот мы куда-то в отдел детский зашли. Планшет для рисования. А, вот такой вот планшет. Там можно вместо бумаги. Сколько он стоит? Чтобы эти нарисовал там все. Бесценный, конечно. Да, цен нету. Догадайся сам. Называется. Цена. Или бесценная. Тут что у нас? Канцелярия, да? Канцелярия. Так, химия. Вот, всякие к шотикам штуковины, прибамбасы. Нитки продаются. Какие-то нитки. Можно даже набор для выживания бисером. Можно вот. Да. Набор скрипка 133 рубля. 12. Гидроглетки. А, есть, да? Ага, а по стоимости еще? Да, цены на елки меня шокировали. Даже цена коси. Даже цена коси. Телефон. Вот это вот такие. Эти штуковины. Игра. Что пишет, кто ничего не пишет. Тишина. Странно. Туда не будем залазить. Сейчас я погрел. Телефон. Надо фотографироваться. Так, сейчас длинный предстоит. Надо на всю сторону все гонки. Потом посмотреть, что там такого понаделали. Там какие-то нервные фигуры есть. Вот, смотрите. Это улица Ленина. Ой, Лермонтова, господи.
Вот такая ситуация. Пятница, вечер, Якутск. На улице под 40 градусов. Я точно не знаю, к сожалению, не посмотрел. Где-то так. Ветра нету, поэтому, в принципе, не так холодно ходить. Такие у нас здесь машины крутые. Люди ездят на таких крутых машинах. Куда вы? Да, но я не знаю, сейчас вот ехать, смотрите, во-первых, пробки, да, вечер, потом народу сколько, смотрите, ужас. Это остановка, это, смотрите, сколько здесь людей стоит. Да вот на этой остановке народу. Это тьма тьмущая, да? Там дальше в автобус, наверное, фиг залезет. Я сегодня утром тоже с такими проблемами залез. Такая даста была. Это несусветная. То люди сидят в пандемии, да, то они вылазят, ходят, бегают. Не поймешь. Кстати, вот этот перекресток, это улица Кирова, да? А это улица Лермонтова. Я снимал отдельное видео есть. Если кому интересно, можете посмотреть. Там, конечно, в хорошем качестве все это снято. Так, переходим. Пятнадцать, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Все, перешли. Здесь это стадион Тюрмада. Там вон парк. Парк. Но мы туда не пойдем. Мы сейчас отсюда пойдем. Туда не ходи, туда ходи. Где-то, да? В каком-то кинофильме были. Телевизор рекламный у них показывает что-то. Ну, вон к той елочке подойдем. Здесь, ой, господи, как мне тут нормально. Комсомольская площадь, парк, в той стороне, елка подойдем. Дальше там у нас торговый центр «Айсберг», и за ним находится рынок, продуктовый рынок, где продают рыбу, мясо прямо на улице в мороз. Ну, он всемирно известный, его уже снимали не один раз. И блогеры, и кто только не снимал, короче. Как там люди в мороз минус 50 стоят на улице и торгуют этой рыбой. Рыба тоже, она такая, есть подешевле, есть подороже. Так, вон мне так надо взять. Вот так нормально, да? Сопряжение через Bluetooth. Что за Bluetooth? Какой iPhone? Не надо мне никакого iPhone. Кто-то пытается ко мне подключиться. У меня Bluetooth не выключенный. Вот здесь вот такое на Комсомольской площади елку поставили. Здесь делают, вот там видно, да, ледовые, ой, снежные фигуры из снега. Вон видно, да, эти мастера, они, пожалуйста, что-то делают. Один с лестницы идет. Ну и здесь вот кое-что уже сделали. Кстати, есть Инстаграм у меня. Там вот 2 Инстаграма. Один, короче, у меня пароль забытый, а второй Инстаграм, он действует. И я вот на него фотографирую вот всякие интересные вещи. Вот, в частности, этот Шрек там есть. Так что, кому интересно посмотреть в более хорошем качестве, там можете заходить, там смотреть фотографии. Буду выкладывать туда. И еще кого-то здесь вывоили. Тоже это все из снега. Снега у нас много, поэтому... Ух, девочка.
Там, кстати, посмотрите, звезда, да, наверху звезда. Ага, звезда маленькая, но красная звезда. Ну, Комсомольская площадь. Там где-то памятник комсомольцам. Поэтому, соответственно, звезда, наверное, должна быть. И вот здесь вот эти герои мультфильмов, да? Вот. Винни-Пух, какой-то осел, или кто это? Тигр, пятачок. Это, по-моему, пятачок, да? Ну да, вон у него пятак. 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 Красный тоже пятачок почему-то. А вот это Винни-Пух. У них какие-то есть, по-моему, герои. Вот эти вот. Фу. Это иностранная сказка, да? Ну, короче, вот такие герои. Тут все сделано. Снега. Елку я вам показал. Перебираемся вот по таким снежным террасам. И здесь, смотрите, вот одна гора из снега. Кстати, вот эти вот киоски, да, вот эти вот, это там продают мясо. Мясо, рыбу продают. Прямо на улице люди сидят, представляете? По-моему, вот это мясные лавки. Такая вот гора здесь снега. Можно, кстати, подойти, посмотреть. Сзади никто не подходил. Обычно подходишь к прилавку спереди, а тут сзади можно это глянуть. О, у них там рыба, да, по-моему? Рыба или что это? Да, что-то такое. Рыбу продают. Рыбу, мясо, там это все. Вон видно, да? Вон прямо с мешков можно брать караси там. То есть. Вот. И смотрите, какие вот эти вот кучи снега здесь. Они сгребли. В принципе, из всего из этого можно что-то наделать, да? Можно что-то наделать. Ну, пока они вот в таком виде, по ним только, по-моему, дети, если лазят дети, и все. В принципе, их надо вывозить до весны, по крайней мере, до таяния снегов. Ну, еще долго. Еще долго. Еще дожить надо, еще надо зиму пережить нам. Сегодня какое у нас? 17-е? 17-е. О, тут салюты продают. Салюты. Далее, да? Ну и здесь площадь. Вот это вот при этом торговом центре Айсберг, площадь для автомобилей и парковки. Конечно, сегодня пятница, и она вся забита. Вся забита. А там этот рынок, продуктовый рынок, крестьянский. Как он называется? Точно не знаю. Я одно время думал, что он называется крестьянский. Потом что-то мне кто-то сказал, что он нифига не крестьянский. Ну, будем его называть продуктовый рынок. Тут елка такая, смотрите. Какая елка. Вот такая вот елка. Оригинальная конструкция. Тут же, кстати, у нас Бургер Кинг. Американский. Бургер Кинг. Бургеры. Большие такие. Кинг. Видите, прикольно отражается в этом. Ух ты, у них, смотрите, какое здесь панно-то шикарное нарисовано. Дед Мороз с российским флагом. Далее, да? И вот снеговичок. У него что? С Новым годом мир наполняется волшебством и чудесами. Так, вот видно, да? По QR-коду. И что-то. Сейчас зайдем, хотя бы погреться. Народ прет. Пятница. Сейчас многим денежку выдают на работу. Целая очередь, верно? А то что-то где? Что они тут?
Поговорить как на политике. Что-то тут не проходит. Полицейские. Все показывают. Да. Это вот эти совсем плохо греют. Тепла мало от них. Ага. Здесь эти линии берега. Я никуда встал. Мне надо сюда встать. Вот. Здесь у вас. Так что сейчас закон примут. Без QR-кода вообще никуда. Никуда без QR-кода. У кого-то, видать, нет, у кого-то есть QR-код. Вот пробуем маски. Так, что? Давайте дальше. Что-нибудь написал мне, да? Никто ничего не пишет. Никто ничего не смотрит. Ну ладно. Я все равно буду снимать, зря я снимаю. Сейчас пройдем, поэтому. На территорию рынка зайдем. Ходим по нему. Вы увидите, в каких условиях продают прямо на улице мясо, рыбу. Для многих это, конечно, приезжих, это шокирующее такое зрелище, что на улице там 50 градусов, а они прямо на улице торгуют. Вот такая жизнь. У местных предпринимателей, что даже приходится на улице прямо. Вот такие лавки-то с мясом. Вот тут же собаки ходят. Здесь мясо продается. Ну, цены такие где-то, я не знаю, там 500, там все. Самое дешевое это свинина. Наверное. Ну, зайцы продаются. А заяц почем у вас? Заяц. 2,5. 2,5. А сколько он весит примерно? Там не по весу, там по штучно. А поштучно? А вообще сколько примерно весит он? Килограмм, больше килограмма, да? 2 с копейками. 2 килограмма, да? Понятно. Понятно. Вот целая туша. Все собаки здесь гуляют. Смотрите, изобилие мяса. Выглядели какие-то. Да, тут вот, конечно, спрашивают обо всем. Что ищем? Вот, смотрите, рыба. Это мясо, как продают. Ой, минус, кстати. 550 на горчевую. Ну что, у них тоже здесь есть. Смотрите. Тоже елочка. Прикольно, да, елочка? Вот с такими санями. Это самое. Что-то возят. Пишут. Мясо на них. Здесь тоже елка. С этими. Со звездой. Покупают мясо. Ну, цены, я говорю, не маленькие на все. Там только если карасик, селедку, рублей за 200-250 по минимуму, наверное. Ух ты! А вот здесь, кстати, белорусские продукты. А вот куда киоск этот? Он раньше стоял в центре, рядом с ЦУМом, где мэрия, там в самом центре. А сейчас его сюда перегнали. Белорусские продукты. Давайте посмотрим на цены. Что за белорусские? А что такое? Золотая семечка? Это же не белорусская, это наша. А, вот минская, натуральная вода негазированная, 65 рублей. Литровая бутылка. Так, какие-то вот здесь закуска минская из свежей капусты 132 рубля. Масло растительное, вот эти вот всякие макарошки. Барымак, тоже белорусская, да, пастора.
Горынь, баклажаны с овощами. Белая кола. Ух ты, ё-моё, это что такое вообще? Белая кола. Классик. Кока-кола, что ли? Это белорусская кока-кола. Белокола. Классик. Обалдеть. Вот этого я еще не видел, такой фигни. Нигде. Колы-то видел разные, а вот чтобы белорусская кола была, белая классик, я не видел. Вольнянский родник, лимонад. Так, что тут, консервы. Это сайра, что, их нет, что ли? Или нет, они тут все подряд, по-моему, продают. Перемешку. Так, а что у них колбаска, говорят, хорошая, да? Так, масло, да, у них вот это. Сыр Бобровский, сыр-завод, ну, белорусский. Килограмм 985 рублей. Обалдеть. Сардельки 520 рублей килограмм, белорусские. С орнаментом белорусскими. Сосиски. Сардельки. Там их полно здесь. Белорусские колбаски. Что такое? Колбаски, да. 460, 320. Что цены за килограмм называются? Буженинка белорусская 800 рублей. Килограммчик. Сало. Кстати, есть сало. Шпик белорусский 805 рублей. Это колбаса копченая 1650, 1320. Колбаса солями 350, это 370 грамм. Так, и здесь конфеты, да? Тоже белорусские, что ли? Березка. Далее шоколад какой-то. Кисель. Ну, кисель, по-моему, там наш. Это тоже белорусский. Рис детский. А вот гомель. Гомель, это точно, я знаю, белорусский. И рис. Вот таким вот образцом. Короче, уходим отсюда. Елка. Классно, да? Новый год уже у нас такое новогоднее настроение. Вот тут мясо продают еще раз. Можно сразу тушу, полтушу взять. Что вам надо? Здесь рыбка. Рыбка. Ну, цены я даже не хочу вам показывать, потому что там 1000 рублей килограмм. А такая рыбка весит она килограмма 3. Наверное, ну, смотрите, какой. Сом. Налим. А это налим 150 рублей. Ну это налим, да? Его вот только на котлеты, по-моему, можно. Ага. Да. Сколько такая рыбина одна весит? Где-то на 1000-1500. Вот они примерно. А что, из котлеты из него делают, да? Котлеты, печень, там, которые 2500 стоят. Понятно. Стейками можно, духовочку. Чир, подлетка. Это свежий улов, да? Свежий улов, да? ага. А эти для чего? Ноги. Говяжьи это, да? Да. Это для этого, да? Для холодца, да? Сельдесон. Даже камбула. Селедка. Щука 150 рублей. Семга 1100. Чир 850. Чир 950. Чир крупный. Вот рыба сколько. И карась. Крупу даже голову отдельно продают. Смотрите, головы. Нужны головы. Свиные. Ноги. Пелечь 500 рублей. Это где карась? Чир 800, окунь 500. А это что такое? Это ягода, вишня, клубника, черника, брусника. Брусника 450 рублей килограмм. О, смотрите, какая здоровенная рыбина. Форель. Кита. О. Такими телегами ходят. А вот карась. Вообще-то он мелкий совсем, карась-то этот. 120, 150. Ё-моё. И что это? Нет, это не карась, это... А карась? Ну, он мелкий такой-то. Какой смысл? Одни кости там есть. А где нормально? А, вот он, 300 рублей, да? Крупный карась. Крупный карась. Вот он, есть. А по 200 вот этот. Подлетка 200 рублей.
Рыба. Сплошная рыба. Тут у них разделено мясо, рыба. Вот этот 180 и более-менее 250. Вот. Вот прямо так на вин стоит. Подходите и забираете. Да, ну давайте теперь вот туда, вот в это здание пройдем, согреемся. Там дальше вот этот рынок уже в теплом помещении. Надеюсь, там QR-код не проверяют уже. Не хочется доставать эту бумажку. Осторожно, скользко. Черная пятница. Прошла, по-моему, черная пятница. Цена 3000 рублей. 7 такие разные с камушками. Травы, собранные, сборы разные. Магазин. Посуда. 3500, вот такие 3500. Какие-то зеленые. Ну да. Вот это вот для этого. Ой, как же надо строганину делать, короче. Рыбу ложат и строгают. Строганину как-то. Чтобы свои руки не обрезать. Рублей. 110 рублей, короче. Подставка строганину, доска для теста, А доска для теста 1000. Очень хороший. Ну, Неделя. нужно готовить. Ну, куда сказать. Так, что это такое? 1600 наверное, балык.
Так, икра 1200. Такая баночка, да, небольшая. А, вот луковая щира 450. Это одна штучка такая. Одна палочка. Ряпушка. Почему она? Вяленая 150. Таймень 800. Мельма 2400 килограмм. Вот 400. Это 450 рублей килограмм. Семга 1700, норма белых 700, норма 1500, норма 2500. А, вот такого было. Это 2500 килограмм. Муксун. Сейчас то балычка коллекционная. Норма 2500. Перец 3500. Полкилограмма. Получается килограмм 7000 икры. Цены такие 1000-1500. Норма. А он там 200. Червовый. Рыбочку возьму. Луковая 2300 килограмм. Да. А сколько скидочка? А тряпушка сколько? 460 рублей, да? Надо индейку же, да? Или кого там было? Надо птицы. 750 рублей. Язычки очень хорошие. Ну, я просто смотрю. А сколько гусь такой весит? Один килограмма 4, да? Килограмма 3,5. 3, Да? 4, да? Вот там уже цена заключается. А, понятно. 2,5. Ножки не надо? Рыбу. Не буду. Болтаю 1000 рублей. Вот это вот сосновые. Да, это можно вот сосновые ветки. Яйцо, вторая категория, конечно, это не то. Сало.
120 первой категории. 130 сборная. Язык говяжий. Это варенье, тут 280 600 граммов варенья. Да. Сколько дорого стало, да? 40 рублей. 40, 50. Как раз Новый год надо. Картошка почем? По 85, да? Лайк, мужчина. По 85. А, я смотрю, 85. А горочки малосольные берем. 85 рублей килограмм. Это птичка какая-то. А, вот это фигурные 198 килограмм. Это еще более менее. Ну, по 700 рублей килограмм. Вещи это, может, это не нужен. Там доска вот эта. А мы ничего не знаем, да, вот хочу такая целая. Можно самому сделать, там ничего сложного нету. Но это надо делать. Нет продавать. Цветочный, таежный. А цены-то где на них? А вот же. Натурально. За килограмм, да? А то есть это если килограмм покупать дешевле, что ли, цена, да? Сразу, да? Ага, получается. Понятно. То есть это если меньше, да, покупать килограмм? 700, а килограмм 110 рублей чисто. Где тут? Капуста, а нет, местная, сколько она стоит? А капуста почем? 100 рублей килограмм. 100 килограмм, да? Капуста здесь не 100. Яблоки 100 рублей. Надо? Не. Сначала надо деньги заработать, потом их тратить. Без этого не отсюда. Если денег нет, то в магазин, а тем более на рынок, надо бессмысленно ходить как в музей. Как в музей посещаем. Так, а это такое. Смотрите, какая интересная здесь. Господи. Никто не смотрит меня. Ё-моё, кто-то смотрел. Видать, вот эта тряска, она всех достала, да, уже? Раньше же смотрели люди, а сейчас вообще не сюда. Может, меня в игнор поставили, а? Обалдеть. Весь народ, а? Люди, вы что там? Подевались-то? Я вам тут такие показываю эти кадры, а вы никто не смотрит. Блин. Ё-моё, блин, 0, 8 лайков. Почему никто не смотрит? У меня же нормальная трансляция идет.
Уже 1:25. Как-то обидно даже. Как-то обидно. Смотрите, что снимаем. Видали? Горло видел, горло. И цены я вам показал, да? Самое дешевое это селедка 100 рублей килограмм. А я знаю, за селедку можно дешевле, по 70 рублей. Карась 200, ну, может, мелкий, да. 120, но там одни кости. Она здесь что-то делает. Рядом с мясом. Мясо стоит 120. Есть такие сани, смотрите, вот сани нормальные, на них можно кататься. Где такие сани на их? Специальные, да? Для упряжки. Вот, собачьи упряжки, на них. 200, 170, кстати. Здесь минимум 170, 150 даже есть. Какие-то нет. Ряпушка вот по 300. Свежее, мороженое. Караси, короче, от 150, но тут такое. Такой звук. Мешок берет. Мороженое. Утка 500 рублей. Там еще утка, 500, да? На селедку можно сразу за 1000 рублей 10 килограмм купить. И если ее долго и упорно. Но когда жарится, она так воняет ужасно. Так, я тут виду, нет? Виду. Так, здесь офисы МТС, Билайна, возле рынка. Здесь у нас такие вот небоскребы понастроены в Якутске. Смотрите. Вот такие вот. Ух. Соорудили вот этот дом. Кстати, вот этот дом, да, вот этот. Его на 2 этажа выше, чем нужно, построили. Он там 2 этажа, этот. А тот, кто строил, застройщик, он на 2 этажа выше дом построил, а отгорел вообще. И получается, что, значит, ну, а снести-то никак, а дом уже стоит. Короче, такая ерунда. А ему никто не разрешал 2 этажа этих пристраивать. Южно-китайская кухня. Смотрите, вот, кафешка. Можно посидеть, поесть. Вот в этих домах удобно жить. Да, взял, вышел, вот где парк, рынок. Что тут под боком. Единственное, что, конечно, вот эта улица Лермонтова, которая всегда заполнена людьми, это просто ненормально, блин. От нее, ой, не людьми, а машинами. Смотрите, сколько там машин ездит. Смотрите. Это просто нечто. Эти машины, они ведь парят вот этими выхлопными газами. Выхлопные газы. И эти все выхлопные газы здесь получаются вот сюда наверх. И жители вот этих вот элитных домов с дорогой недвижимостью. Ух ты, смотрите, какая машина едет.
трейлер, да? Трак. Ух, дымину-то он. Ой, все ничего не видно. Навонял. Фу, вот такая вот бандурина проедет. Ой, дышать нечего вообще. И вот эти все, они туда поднимаются, весь этот дым, вся эта копоть, он туда наверх, и они дышат. Травят собственный организм. Фу. А недвижимость здесь действительно дорогущая. Там новый дом построили. Это как-то он называется. Вот не полностью не сделали. Ладно, давайте пойдем. Сейчас я вам покажу более интересные кадры. После этих высоток. Вот этот дом. Дом. Не этот дом красивый такой, светящийся, а вот этот вот дом, пока он еще стоит. Я когда внутри заходил, кстати, кто-то снимал даже. Там все жуть, конечно. Ходишь, освещения нету, темень. А там люди живут. Ну, жили. Когда вот я был, там люди жили. Сейчас я не знаю. Здесь вот такая вот. И когда-то, видать, это был элитный. Потому что, вот смотрите, какой балкон здесь. Прямо, я не знаю, тут элитарная, конечно, публика жила. Кому в Советском Союзе давали. Ну а сейчас Короленко 46. Нет, кстати, живут. Смотрите, окошко-то светится. Вон там у них это, смотрите. Бабушка, видать, какая-то живет. Там эти выращивает какие-то растения. В этих стоят у меня. Блин, ё-моё, в горшках. Так, ну и вот тут интересно, да? Оп. Оно уже покосилось, конечно, вообще капец. Смотрите, как куда-то на бок все заехало. У них-то полы получается здесь не прямые, а тут в наклонку. И вот рядом, вот здесь, смотрите. Вау. Домина какой, да, а тут вот какой домина. Да, люди живут еще. Не везде, но живут. О. Тут живут, на первом этаже живут. Интересно, на первом живут, а на втором уже не живут. Обычно первый этаж затапливается, как бы, и там отселяют обычно. Вот тут живут, тут. Ну, живут люди-то. Окошки какие узкие у них здесь. Вон там телевизор у них. Телевизор. Смотрите, интересно, так смотрите, тут развалюха такая, и вот там домина, да? Вот этот небоскреб. Прикольно. Ну и ходят они, сейчас мы посмотрим, куда они ходят, в туалет. У них же тут туалет. Так, я правильно иду? Неправильно иду. Ой. Вот туалет на улице у них. Вот такая вот эта. Кто помнит, им даже это вместо выгребной ямы поставили такой зимний, как это называется, вот зимой его заполняют, да? Вот из досок он, щитов сколачивается. Вот эта вот штуковина, да? Помойка, да? Помойка. А потом, когда ее возят, щиты разбивают, помойку грузят на грузовик, вот эту вот замерзшую льдину, да? Такую глыбу. И увозят. А вон там туалет. Вот тут, конечно, я с риском хожу, вот выгребная яма. Но ее, видите, перевернули, чтобы никто не ходил. А вот этот туалет ихний. О, а что он? Он уже, смотрите, как туда ходить-то? Уже стенки нету. Ё-моё. Жесть, да? Ну, короче, мусор, это под жидкий, они, видать, сюда все, то, что в туалет ходят, они все в ведро и потом выливают, оно замерзает. Вот под окнами этого дома все это стоит здесь.
А если не уберут весной, оно все растает и будет вонять. А это, ё-моё, выгребная яма закрыта, потому что смысла туда наливать. О, он же заполнил. А это для сухого мусора. Вот это вот. Для сухого мусора написано. Живут еще несколько квартир. А смотрите, сам дом какой кривой. Видали, да? Вот вечная мерзлота что делает. А где-то там вот, где вечной мерзлоты нету, этот дом бы стоял, достоял. Но он не по технологии северного вот строительства, вот в условиях вечной мерзлоты построен, конечно. Фундамент у него ушел куда-то и все. И кирдык. Ну и тут, конечно, у нас большая-большая пробка. На улице, это у нас улица Короленко. Короленко. Такой писатель был, по-моему, да, Короленко. Ну, наверное, его снесут. Место-то очень выгодное. Видать, этих кого-то расселили, а кого-то не расселили еще. Короленко 46. Музейный такой экспонат стоит здесь. Винтаж, можно даже зайти тут, ходить повсюду. Деревянные. Кто-то что-то пишет. Думаю, 37. О, 46. Да, холодно. Тут надпись какая-то. Тут опасно ходить, кстати. Можно, видите, одной доски нету. Можно туда оступиться, упасть, ногу сломать себе, вывихнуть. А перекресток Короленко, Лермонтова. Я тоже, кстати, снимал. Стриме. Снимал там. А, не в стриме, а видео отдельно есть у меня. Я вот его снимал. Так что смотрите, кто хочет хорошее качество. Видите. Вот такие вот окна здесь уже. Ну да, здесь уже никто не живет. Какой-то это форточка, вот смотрите какая. Слава России. Слава России. Чему надпись это, я не понял, как сделали. Почему тут еще стекла выбитые. Ну и здесь остановочка. Остановочка. Люди стоят где-то. Ну, собачка. Беспризорная, да? Да. Бедненькая. Некому ее покормить. Вот так у нас собаки живут на улице. Ему. Ну, типа порода такая, ну, дворняцкие, они приучены к жизни на улице. Дворняги там всякие смесь этим с этим. Ну, их, конечно, у нас вакцинируют, кастрируют и выпускают клеймо на ухо. И они так вот бегают, пока не помрут. А здесь вот смотрите, какой домину-то построили. Ого-го. Ну и все, недавно сделали, поэтому как бы не все окна светятся. И у них в чем прикол, да, вокруг здания. Смотрите, сейчас я вам покажу. Ихнюю фишку этого дома. Ну, во-первых, элитно все. Заезды такие, турникет, да? Турникет, заезд. И вот эти лампы здесь. Оба. Да. Эти вот лампы, подсветка. То есть вы по свету прямо идете по лампам этим. Хотя тут такая улица, что она всегда освещена и всегда здесь машины ездят. Круглосуточно, конечно. Но вот такой вот прикол, такая фишка у них, что вот это освещение прямо вот из тротуара оно светит. Прямо из тротуара. И еще одну фишку покажу. Здесь вот эти, ну, сваи, да, вот эти сваи. И чтобы они не размораживали, здесь вот эти холодильники стоят. То есть вот эти вот металлические трубы с типа радиаторов, да? Вот они туда наполнены какой-то жидкостью.
И за зиму они промораживают землю, там ну, сваяно промораживают под землей. Видали, да? Вот такая система. Ну, борьба с оттайкой грунта. Вот таким вот образом. Такие вот холодильники. Вокруг вот здесь вот этих свай сделаны. Сваи какие-то высокие. Поэтому, видать, необходимость такая появилась, чтобы они не... О, смотрите, какая здоровенная домина. Просто одуреть можно. Да, но это один из таких красивейших домов, конечно, в городе Якутске. В городе Якутске. Тут подъезды вот отмечены такими большими цифрами. Вот эти 3 там, 3, 2 и так далее. У них же здесь есть, смотрите, я вам покажу их фишку тоже прикольную. Здесь вот заезд он туда, да, эстакада. Видите, да? И там теплые парковочные места. И тут еще такая площадка. Это у нас адрес Курашова, 49. Элитарный дом. Да, вот такое. Вы можете набрать этот адрес, определить, что это первый подъезд. Вот так отметить. Квартира первая, 65-я. Вот у них вот так вот сделано. И здесь места для стоянки. Так, ладненько, давайте махину я вам это показал. Домину. Так, зайдем куда-нибудь. Надо зайти обязательно. Пока у меня телефон не выключил. А ты никто не смотрит, а, люди? Ты не смотришь. Я хожу, что ли, по морозу. Сейчас брошу все, отключу. И не буду больше снимать. Это не надо. Смотрите, перекресток. Это улица Курашова и улица Лермонтова. Смотрите, машин сколько здесь, транспорта. Ух, и тут тоже, да? Здесь вот эти вот рестораны всякие. Знаете, как машины скрипят. Такой звук. Скрип. Сороковник тоже вроде бы, как мне кажется. Сороковник. Судя по... Ну, может, чуть ниже. Ну, хорошо есть. Кабан. Пахнет ресторан. Тагава. Пекинская утка. Вот здесь остановка. Может мне поехать сюда и прекратить это удовольствие. Так, а здесь идет розыгрыш. Смотрите. Новогодний розыгрыш. Смотрите, машина какая. Уру. Это, короче, драгоценности какие-то покупаете. Новогодний розыгрыш, сюрпризы. Уру, ювелирная компания. Пекинская утка. Да, я представляю, сколько там утка это стоит, пекинская. Пол зарплаты, наверное. Одна. Ну, что, есть богатые люди. Не все, мы нищие. Если богатые, то им же надо где-то деньги потратить. Хорошо, дорого. Много и дорого. Забегаловка. Дракон, магия. Сейчас мы сюда зайдем. Здесь это столько магазин. Продукты. И тут же, кстати, у нас алкомаркет. И тут же, смотрите, как символично, наркология. Наркология, алкомаркет и наркология, наркомед. Все в одном флаконе. Нормально, да?
Тюльмень 2,5, 52 рубля. 300 метров. Вот это уже цена более ветки такие. Ничего особо такого тяжелого не хватит. А дороже видите. Какую еду? О, желтые ценники. Покупай, скидка, акция. Так, мороженое мне не надо. Торт тоже мне не надо. Пельмени иркутские. Хит цена 69. А что, давай возьмем по 69. Чего не взять? 69. Я возьму, наверное, 3 пачки возьму. Пельмени-то я люблю. Да тем более за такую цену. За 70 рублей килограмм. Чего не взять-то? Даже не 700 рублей килограмм. Так, смесь компотная. Все. Ушки с мясом. Брусника. Свой урожай 300 грамм 169. Не, ну дорого. Брусника тут вокруг города растет. Она все такая дорогая. Смесь овощная. Так, всякие хлеба, да? А хлеб есть, хлеб мне не надо. Так, вкусняшки разные. Так, печенюшки есть у меня. Так, Чокопай. Сколько коробка? 235 рублей. Что еще здесь? По интересным ценам есть, кроме пельменей. Грибная смесь. Грибы я не люблю. Так, вот это что? Оладьи с пыла с жара. 49 рублей. 280 грамм. Блины. Уценка. Блины. 75 рублей. Блины можно самому напечь. Пати были какие-то старые. Так, вот это такой стейк. 149. 1 килограмм. Такой дешевый. Грудка. 199. Бедро 199 килограмм. Грудка. Это же курица, да? Тушка кальмара. 340. Акционный товар. Молоко. Не молоко, а это какие из пальмового масла. Да? Так, гусеночка. Понятно все. Гусеночка из этой. Это что такое? Красное. 189. Курица. 189. Селедка есть. Селедка. Селедки полно. Говядина. Тушенка 150 рублей килограмм. Морецкая такая. Дорого. Мандарины 250. Пробовал, но какие-то невкусные у нас. Не сладкие всегда. Так, что такое? Огурцы 312. Так, морковь 162 рубля килограмм. Морковь 162. Капуста такая сколько? 100 рублей. Вообще, а лук сколько?
75 рублей килограмм лук стоит. Так, картофель 69,90, 70 рублей килограмм. Ну, какой-то он, ой, ну, какой-то старый есть тут. Почему они его продают? Он же у них испортился, они его продают. Компот персик 4 рубля 410 грамм. 74. Сборный. Там, наверное, воду налили туда, сиропа этого. Персик отборная. Фрукты отборные. Это получается килограмм стоит 150 рублей, да? Сиропы. Ну, взять его. Персик. Надо же себе чем-то порадовать. Это что такое? Паштет шпротный 37, да? Это не вообще не вкусно. Только я пробовал. Какая-то ерунда. Масло растительное. Сани Голд 139, 90, 140 рублей. Ну тут, кстати, рублей на 10, 15, 20 дешевле вот это масло. Подсолнечное, анинское, 119. Так, напитки всякие в 3-литровых банках. Но она, по-моему, нифига не вкусная. Я пробовал, что-то там какая-то вода. Вода с этим, сладкая вода. Кола продается, бум. Но она вообще не вкусная. Пиво безалкогольное. Почему пиво безалкогольное, не пойму совсем. Ну-ка. Это что? А, это этот компот. Фрукт. Ну, прикольно компотом. Сварите, пить его. Так, а здесь что у нас? Чипсы. Пропускаем. А потом здесь что у нас продают. Елка маленькая такая. Сколько она стоит? 499. Ну вот такая. 500 рублей елочка. Так, здесь разные товары, короче. Товары. Промтоварные. Так, понимаю. Интересный такой переход какой-то у них есть. Ну и что, выходим, идем. Там сейчас не посмотрим, может молоко купить. Якобы молока. Вот день, да. Или у меня есть, по-моему, было молоко. Было молоко. Чили, сухари, чай. 100 пакетиков, 164 рубля. Так, ну ладно, нормально, короче, я купил здесь. Пакет нужен? Нет. Рублей. Куда мне? По карте с этой стороны, пожалуйста. Еще раз приложите, как следует.
парковываемся и выходим на улицу. Так, как мне, пешком идти или же... Пока телефон снимает, ладно, давайте пешком пройдусь. Так. Там тут комментарии ваши почитать. Кстати, что-то там было, я читал дофига. Так, с уважением из Сербии в город Якутск. Спасибо, ага, спасибо, Сербия. Так, вот это вот надо удалить, заблокировать пользователя. Оп, пакость этого бота. Так, и что у нас? Якутская высота 95 метров. Ага, якутская высота. Это Якутск. Ты носишь меховых медведей? Меховых медведей? Нет, не ношу. Так, вот это тоже удалить надо. Его нету, да, уже удалился. Меховых медведей нет, не ношу. Думают, минус 37, субъективное ощущение 46. Да, ну 40 градусов где-то так. 40 градусов. С уважением из Сербии, город Якутск. Спасибо. Лука Маринкович. Правильно я прочитал, да? Лука Маринкович. Спасибо вам. Ну и выходим опять на вот такую вот, здесь есть терраса такая. Сейчас посмотрим на вечерний Якутск, вечерние улицы. О, кстати, машин поменьше стало. Немного, но поменьше. Тут, говорят, был ресторан вертолет или бар вертолет. И тут вертолет стоял такой. Настоящий. Его притащили. Ну, вертолеты поставили на такую треногу. И убрали. Так, вот. Движуха. Вот такая вот. Да, что можно, в принципе, и на автобусе поехать. Так, ладно. Ой, тут какая скользкая плитка, вот это вообще невозможно ходить. Она скользкая, невозможно. Только можно по коврику ходить, вот по такому. Хорошо коврики такие делают. Так, ну короче, я рад, что сюда зашел. Здесь постоянно, кстати, ой, извиняюсь, возьму его. Вот это скорая помощь, потому что здесь больница, республиканская больница. Ну, давайте еще погуляем с вами. Посмотрим. Да, город, кому интересно. Зимний, декабрьский, предновогодний. Это 17 у нас декабря. Смотрите, луна какая же. Такой дымки она. Потому что немного туман у нас в городе. Поэтому такая дымка получается. Ну что? Сегодня пятница, завтра суббота. Потом воскресенье, вот, пожалуйста, можно отдыхать. Отдыхать будет 2 дня. Еще я думаю, какой-нибудь стрим вечерком как-нибудь, ну, я имею в виду по-нашему вечерком его сделать чисто с дома. Что-нибудь. Тогда уже удобнее будет поговорить, там, поделать. Наверное, я какую-нибудь там на новогоднюю тематику стрим сделаю. Предновогоднюю. Есть у меня старинные елочные игрушки. Старинные. Вот можно будет их посмотреть. Какие. Они, говорят, сейчас ценятся, поэтому я их не выкидываю. Также берегу. И можно будет их посмотреть, потом что-нибудь поделать, что-нибудь украшения поделать во время стрима, да, прикольно, да? О, этот все дома уже все разбирают, что ли, смотрите, там окна.
на втором этаже. Давайте поближе подойдем. 2 смотрит, 11 лайков. Извините за мандраж, за тряску. Точно все. Так что вот это уже пустующее здание. Туда, наверное, фиг залезешь. Заброшка. Заброшка на Лермонтова. Вот она какая. Все полностью пустая, да? Хотя еще провода, смотрите, провода электрика еще идут, их не обрезали. Значит, кто-то живет. Точно. Здесь еще живут люди. Хотя там вот 2-й этаж уже никого нету. А здесь 1-й этаж, смотрите, вот, они живут здесь. Вот светится окошко. И, по-моему, и все, да? На 1-м этаже. Кто-то еще не выселился, не расселился. Ну, тут опять выгодное место, конечно, в городе. Точка такой, перекресток, улица Лермонтова. Так, и этот дом тоже с пустыми окнами. Тоже с пустыми окнами. А там напротив, смотрите, вот этот Вавилон, торговый центр, весь моргает. У-у-у. Смотрите, что можно сюда зайти даже. Но я не буду заходить. Надо фонарик. Смотрите. Кто-то здесь жил. Ничего не видно, да? Ничего не видно вам. Разбитые окна. Ё-моё. Страх. Заброшка. Надо фонарик хороший и камеру. Я не знаю, тут может не удастся. А этот дом, получается, он уже полностью расселен, да? Как понимаю, окна у него уже все разбиты. Вот здесь вот так вот сделано. Опа. Ничего не видно вам, да? Темно, потому что слишком. И он, получается, 2-й, 1-й этаж уже полностью. Тут уже никто не живет. А в том дому кто-то еще живет. Он в том дальнем. На 1-м этаже кто-то живет. А здесь можно зайти. Жить какая. Почему такие дома не сносят, а? Ничего не видно. Тут даже потолок осел. Тут еще каску надо, а то по башке что-нибудь, гвоздь какой-нибудь, доска с гвоздем ударит и штуки. Кстати, вот на этом месте этого торгового центра Олимпа, вот этого дома, да, тут был тоже 2-этажка, такая же вот. Так, сейчас я вам показал, но она сгорела. Тут, кстати, люди погибли в этом дому в пожаре. Вот, построили. А, можно вон еще куда нам с вами, вон туда он пройти. Давайте вон туда, пока камера снимает. Так, ой, стоять надо. Там у них прикольное украшение. 2022. Машин, смотрите, сколько вечером. 3 ряда туда, 3 ряда сюда. Так, это перекресток улица Петра Алексеева и улица Лермонтова. Поехали. Сколько от них дыма-то идет, а, от машин, ужас. Каждая машина коптит, они же у нас, естественно, не какие-то там электрические машины на аккумуляторах, да, видали, да, сколько дыма. А они все бензиновые, ну, есть газовые, но преимущественно бензиновые. Потому что электрические у нас просто, если замерзнет она, то все, аккумуляторы все сделают. А бензиновые это были на морозе они. Но в эксплуатации проще, чем на аккумуляторах. Такие Тесли там и так далее. Поэтому машины
машины у нас бензиновые. Если куда поедешь, электрическая замерзнет и все твердый будет. Потом где вы подзарядки такие найдете? У нас их тоже нету. Территория гигантская республики. 2022. 2022. Торговый центр Вавилон. Куда мы идем вот здесь пешком. Кстати, вот здесь можно обнулиться. Кстати, видите, да, если вы через этот нуль пройдете, вы обнулитесь, размагнититесь, или как сказать. Кстати, прикольно сделано. Я сейчас можно в центр нуля встать, загадать желание какое-нибудь, да? Или мне кажется. 202. Так, а это что такое? Местные продукты. Местные продукты. Ну вот туда, в сторону. Ой, республиканская больница. Тут, кстати, на улице прямо продают чирозерный 950, гора, рыбка. Как вот она? И здесь человек сидит внутри. Вот, продукты можно прямо с улицы купить. И почем фарш говяжий? 480 рублей 800 граммов. А говядина 650. Обалдеть цены. Так, ладно, давайте зайдемте, погреемся. Это что-то у меня щека уже примерзла. Чувствую, замерзает. Телефон тоже замерзает. Так, где тут вход, да? Вот здесь вот, да? Здесь не надо. Надо. По-моему, не надо ничего. Пойдем. Смотрите, тепловентилятор стоит. Какой-то. Да хорошо. Еще один. Вот этот тоже будет. Нужно постоять, погреться. Вот тепловентилятором. Магазины. Торговый центр. Ну, не знаю, сейчас, конечно, сезон продаж. У них подарки. Такая штуковина. Ой, у меня все, слушайте, телефон замерз. 10% показывает. Значит, он замерз. Сейчас выключится. Так. Он какой длинный, а? Смотрите. Куда-то туда идти надо. Продуктовый. Все вперемешку. Продукты, товары, одежда, Сахамед Лайф. Тут вот разные медицинские товары. Вот солевая лампа, кстати. Сколько она стоит? 1800. Солевая лампа вот такая вот. У кого какие-то эти бронхолегочные заболевания, вот рекомендуется. Кусок соли, она, короче, нагревается и испаряется постепенно. Так, а тут еще дальше есть, что ли? Ё-моё. Все, обалдеть. Все, вроде бы все. Здесь. Ну и все. Здесь вообще какой-то. Это денежные займы. Где, сука, нужные денежные займы. Вон где-то говорят, вообще без денежных займов. Пуховички. Ценник-то какой на них. И глянуть. А сколько пуховик такой стоит? Это 280
смотрите. А есть женские, а мужские вот это, да? мужские. Вот у меня только два. А, да. 23 осталось А только. цена? 12 500. 12 500? Что-то дешевое. Ну, недорого. Так там пух или что там? Там билки. А, белка. О, понятно. Спасибо. Биопух. Поэтому такая цена. Копеечная, 12 500 рублей. Вот. Понятно. Так что можно подешевле, но он может хуже греет. Биопух. Длинный магазин. Нужно идти. Он же в обе стороны такой. То есть это здание такое угловое, угольником. Можно ходить, схватывать. А, да, куда же тортики. Ой, елки здесь тоже продают. Ну тут почем елки? Вот тут даже, смотрите, Дед Мороз за 10 тысяч, вот такой здоровый. И снеговик там есть. Вот эти вели 18 900 вот это вот. Это 1,80 м, а та 33 тысячи. Вот это вот здоровая, 33 тысячи елка. Да. А такая из этого 2200 рублей. Кстати, вот здесь вот всякое разное. Такое интересное есть. Ой, что тут только нету, смотрите. Ё-моё. Воду тигра. Новогодние всякие штуковины. Смотрите, что тут только нету. Чего тут только нету. Чего тут только нету, а? Ой, как много всего. Какое здесь изобилие новогодних вот этих украшений продается. Да. Да. Ну все, конечно, не дешевое, да? 99 рублей такая подвесочка. Такая 285 рублей. Куда это? Все барахло. Да. Шары вот такие. Шары. Одни шары. Лампа. О, подсуп. Суповница. Первый раз такой вижу с ручками. Ручки, две ручки. Суп навалил и берешь. Несешь. Так. Какие-то совы. Часы. Такие вот стильные. Сколько они? 5800. А, они на подставке, кстати. А вон, смотрите, елки какие есть. Интересно, кто-нибудь что-нибудь покупает? А, маленькая елочка есть. Совсем такая вот миниатюрная. Новогодние всякие. Пройти, не проехать. Это елочка маленькая. Кстати, кто такой лось? Лосяш? Лосяш. Ну, я лосяш. Я лосяш. С красным носом опять. Что-то у них у всех красные носы. Вот елочка. Сколько она стоит? Тоже, наверное, 1000 рублей. Такая маленькая. Всякие фигурки. Олени. 2700, 3200, 2900.
еще вот. Ой, где? Лошадка. Да. Сколько барахла всякого. А вот на стенку вот такая. Тут можно повесить, и елку не надо собирать. Как мне выйти-то отсюда, как мне отсюда убежать? Так, вот как естественно. Сейчас столько товара. Тут, ой, я не туда зашел. Тут еще не выйдешь. Зайдешь и не выйдешь. Так, и все. Спасибо. Пойдем. 5 рублей теперь, кстати. На стенку. Ух, естественно, это вообще как каждый квадратный метр забит. Какие-то часики здесь продают. Недорогие относительно. Часики. Ладненько. Все, вот готовим. Все где-то. С модельчиками, да? Прямо тоже. Прикольно. Так, что у меня еще снимают, что ли? Вроде бы как 10% показывает. Телефон может подтаял. Ну что, давайте еще, пока он не сдохнет, я буду стримить. Ну, не замерзнет. Аккумулятор не загрузится полностью. Город Якутск. 17 декабря 2021 года. До Нового года почти ничего не осталось. 2 недели. Так, ну что, как мне здесь спуститься? Здесь почему-то нету этой ковровой дорожки, для меня не постелили. Почему-то для меня не постелили. Ну давайте еще раз обнулимся. Обнулимся, проходим через ноль и загадываем желание, чтобы все вот эти грехи этого года от нас ушли. Осталось только хорошее. Таким вот образом. Сделали обнуление. Идем дальше. Вот он, перекресток улицы Петра Алексеева и улицы Лермонтова. Сейчас будем переходить с вами. Движуха-то какая жуткая, да? Так, пока варежки одеваю, и варежки классные. Типово не, кстати, ходить. И можно 2 руками держать телефон, чтобы он меньше трясся. Меньше дергался. Ну что, все, пошли. Зеленый свет для пешехода. А я такой довольный пельменями. 3 пачки пельменей купил, нормально. 450, 1,5 килограмма почти. Ух, объемся я, однако, пельменями. Ну а что, вот мороз-то пришел, да, такого мороза пришел, что хоть что-нибудь такое кушать, да, горячее, мясное, да. Либо рыбку там, либо пельмешки. Либо что-нибудь такое. Да, тут у нас вегетарианство. Вегетарианцы не выживают однозначно. При таком морозе какое вегетарианство?
Вы что, этими своими растениями наешьте, что ли? Без белка здесь вообще сложняк прожить. Местные люди не выживают без молока, без молочных продуктов, без мяса, без рыбы. Смотрите, тут елочки прикольно сделали, да? Классно как. Здесь вот аптека у них, смотрите, вот это сделано стоматология, веночек такой, ветки, да, и гирлянды. Классно. Ну, молодцы люди, украшают к Новому году. Несмотря на эту дурацкую пандемию, да, там жизнь идет полным ходом в Якутске. Все битком, все дороги, все битком. Там тоже елочки, я вижу, светятся. Как летом. Летом, по-моему, даже, ну так, да, так же машин. Что зима, что лето сейчас стало одинаково. Пробки. Пробок нету, наверное, только если утром, рано и ночью. А так, вечером, днем, в обед этих пробок. И, кстати, я смотрю, тут вот эта площадка, да, тут идет строительство какого-то дома. Что-то строят, такое каркасное сооружение, металлопрофиль сварили, и вот что-то будут строить. А здесь вот это здание церкви, как она называлась? Новоапостольская церковь была. Вот ее сейчас разукрасили вот таким вот образом, разными красками. Сами они куда-то съехали, но церковь, здание отгрохали. Вообще, конечно, шикарное. И сейчас здесь церкви нету, сейчас здесь, короче, разные спортивные клубы какие-то, фитнес, тренировки там и так далее. Вот, смотрите, как все выглядит. Киоск, ферма, натуральные продукты. Продукты натуральные. Вот здесь заезд на эстакаду туда. Тут когда-то вот там на самом верху крест такой был, вот там вот видно, да, ниша такая белая. Сейчас там ничего нет. По-моему, эту церковь особо никто и не ходил. У них не было паствы, ну вот этих прихожан практически не было. Поэтому какой смысл здесь было вообще развивать свою деятельность, непонятно. А сейчас здесь вот, кстати, бар, здесь ресторан, караоке, мужские стрижки, вот эти фитнес, разные фитнес, тренировка спортивная. Танцам, по-моему, здесь тоже учат, какие-то кружки тут есть. Так, тут переходим через улицу Свердлова. Переходим. Вот это улица Свердлова. Ее, кстати, отремонтировали. И здесь, смотрите, какую махину строят. Гигантскую. О, фантастично. Все, здоровый дом какой-то. Большой. Так, якутский хлебокомбинат, магазин вот тут есть. Здесь хлебушек можно свежий подкупить. Еще какие-то изделия хлебокомбината якутского. Они там выпускают конфетки, кулинарку разную. Ну, здесь же вот это вот светящаяся магазин «Звезда». Ну, товары для военных. Магазин «Звезда». Вот у них там все оформлено. Такая звезда горит. Вот, звезда.
Саха, военторг. Военторг, ну да, военторг. Тут что-то какие-то штуковины такие, пряжки, значки, там какие-то, можно одежду военную подкупить. Ну, а здесь вот дом был Лермонтова 22. Сейчас его снесли, там застройка идет. А вот это два таких высоких дома здесь построили. Такие. Все, так давайте шлепаем дальше. Пока он показывает. Сейчас, когда сигнал будет, значит уже все. Телефон замерз. Так, а этот дом что? Этот дом, он тоже что-то не светится. Тут жильцов тоже нету, что ли, уже? Смотрите, окна не светятся. Интересно, их тоже расстелили, что ли? Не, хотя вот там пластиковые окна и шторы висят. Нет, там живут люди. Вот, смотрите, на таких санях, как Чук и Гек называется, по-моему, что ли, он с садика или откуда он его тащит, ребятенка своего. Нет, здесь живут люди, да. Здесь живут. Вот там окна светят. Смотрите, тут строили, как раньше, такие балкончики. Ё-моё, с колоннами. Обалдеть можно. Эх. Интересно, но дом уже просел сюда вниз куда-то. Вот это, там, если посмотреть. И вот этот тоже. Их тут два домика таких осталось. Антикварных, старинных. Тут тоже живут люди. На втором этаже. О, далее, да? Все, у меня, короче, разряжается телефон. Так, ладно, все. Будем с вами прощаться. Я говорю до свидания всем. С наступающими праздниками. Там и Рождество будет Христово, да? Католическое. Вот, смотрите, тут балкончики какие раньше были. Люди живут еще. Сейчас у меня телефон выключится сам. Стрим закончится, поэтому. Ладно, было приятно. Сколько? 2 часа 20... О, ничего себе. 2 часа 30 минут я стримил. Обалдеть.